Digitalks – подкаст о медиа и критическом мышлении. Эпизод 1. Хейтеры, сталкеры, абьюзеры и другие злые люди диджитал-мира. Назло всем хейтерам. Очень часто слышу эту фразу у блогеров. Или «я долго терпела абьюз». Сталкер – это название компьютерной игры? Digitalks. Салям алейкум, я Наджия Ефими. А я Сибия Асанова. Кто мы такие? Скажем так, мы обе не только потребители, потребительницы, но и создательницы медиаконтента, который вы потребляете. Надеюсь, не запутала. Контент, который мы создаем, объединен в группу платформ под названием Janle. Это и онлайн-радио, и YouTube-канал, и аккаунты во всех социальных сетях, и крупных аудиоплатформах. Живем и создаем в Крыму. Мы – частицы крымско-татарского народа. Собственно, поэтому так и здороваемся с вами, как принято у нас. Салям алейкум. Предупреждаем на случай, если вы вдруг нас услышали и не поняли, кто мы, откуда и почему такое начало. Как люди медиамира мы часто наблюдаем за тем, как другие люди из других сфер испытывают трудности, допускают ошибки, за которые потом платят, чаще временем и нервами, реже кошельком, но иногда и здоровьем. Мы запускаем подкаст Digitalk. Это подкаст про медиаграмотность и критическое мышление. В первом сезоне подкаста будем обсуждать правила поведения в сети, поговорим о злых людях диджитал-мира, о том, как за репост не загреметь за решетку и многом другом. Слушайте выпуски на подкаст-платформах, в описании мы укажем, каких именно, и на сайте janle.online, а также подписывайтесь на наши социальные сети. В сегодняшнем выпуске поговорим про хейтеров, абьюзеров, сталкеров и других злых людей диджитал-мира. Когда говорят, что виртуальный мир опасен, это совсем не паранойя. Опасность может заключаться в зависимости от соцсетей, чем сегодня, наверное, страдает почти каждый из нас. Из-за бесконечного скроллинга ленты может быть эмоциональное расстройство и другие психологические проблемы. Физическая эволюция человека не успевает за техническим развитием цивилизации. Но, кроме всего этого, в интернете хватает злодеев, самых настоящих, которые могут представлять серьезную опасность для вас, выходящую далеко за пределы сети. Кто же эти злодеи? Как отличить хейтера от критика? Хейтер – яростный противник чего-либо или кого-либо. Слово «хейтер» переводится с английского как «ненавистник» и происходит от глагола «to hate» – «ненавидеть». Очень часто слышу у блогеров «хейтеры надоели». Я не нуждаюсь в ваших комментариях. Моя жизнь, что хочу, то и делаю. И иногда мне кажется, что они не правы. Блогер ведь это публичная личность. Он выставляет свою жизнь или какую-то ее часть на показ. Значит, он должен быть готов к критике. Да, к критике должен быть готов, даже если она не всегда конструктивна. Но кроме критиков есть хейтеры, и они могут быть опасны. Вопрос, чем именно? Мы пообщались со психотерапевтом Эрисмаль Исмаиловой, и вот что она нам рассказала. Может быть, это громко звучит, но давайте признаем, что наше общество само по себе изначально довольно агрессивное. Тем более в соцсетях, где есть иллюзия безнаказанности. Не нужно далеко ходить, вы зайдите на страницу любого блогера-миллионника, и вы поймете, что человека могут хейтить за все, что угодно, абсолютно за все, что угодно. Мне в таких случаях приходит на ум только одна фраза: «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать». И эта фраза, по-моему, очень точно определяет суть происходящего. Хейтера нужно поливать своим ядом, потому что этот яд в нем есть, и он всегда найдет подходящую жертву. Тем более хейтеру хочется объединиться с себе подобными. И вот успешные блогеры, они потому и успешны, что они понимают и разделяют как свою собственную личность, так и ту картинку, тот образ, с которым сталкиваются их подписчики в соцсетях. Это, правда, очень важный момент. Вы вызываете у людей эмоции, пусть не всегда положительные, поэтому вы им и интересны. И в то же время нужно учитывать, что когда вы ежедневно выкладываете себя, свою семью, свой дом, у ваших подписчиков буквально на глазах растут ваши дети, у них нет чувства, что вы им чужой человек. Какие-то ваши подписчики искренне считают, что вы им чуть ли не соседи или подруги, и ваши дети им уже как будто совсем и не чужие, и следят они ревностно за всем, что у вас есть, чего у вас нет. С одной стороны, за вами следят как за героями сериала, а с другой стороны,
понимая, что вы живые, вы, конечно, намного интереснее. И со всеми своими эмоциями они будут обращаться уже не к какой-то актрисе, они могут написать вам блог, это не составляет для них большого труда. И какие-то подписчики могут даже искренне обижаться, что вы им не отвечаете. Учитывая, что вы не знаете точно, кто вам пишет, то для начала, наверное, самое верное – это предположить, что, возможно, вам пишет человек, у которого есть сложности социализации, возможно, вам пишет человек, у которого есть, скажем так, низкий эмоциональный интеллект, или, возможно, имеются более серьезные психические расстройства. Если вы объясните им, как объяснили бы 7-летнему ребенку, который задал вам неприятный вопрос, и сам не понял, что перешел границы дозволенного, он не тактичен, то от вас, правда, не убудет. Хейтерам хочется вашего внимания, хочется вызывать реакции у вас. И эмоция, на которую обычно хотят вывести вас хейтеры, это вот две такие главные эмоции, это злость и стыд. Злость нужна, чтобы вы не отдавали себе контроля уже никакого, а стыд, понятно, это конечная цель, чтобы вы утопали в стыде, как будто вы самый недостойный человек на планете Земля. Но им это не удастся, пока вы сами будете убеждены в том, что вы можете совершить какую-то ошибку, особенно если вы ведете экспертный блог. Вы можете быть в чем-то неправы, вас могут неправильно понять, в конце концов, но это не должно вас вызывать чувство стыда, только максимум чувства вины. И из любой перепалки, из любого конфликта у вас есть шанс выйти более-менее достойно, если вы не будете критиковать самого человека. Потому что обычно такие конфликты, они вот такие детские. Ах, ты такая-сякая. Да, нет, ты сама сякая. Вот такая. Это была Эрисмаль Исмаилова, практикующий психотерапевт. Но помимо хейтеров существуют и более жесткие виды интернет-злодеев. Например, абьюзеры. Абьюз – это английское слово. Употребляется применительно к отношениям, означает оскорбление, унижение и издевательство над человеком. Понятие широкое, многогранное, чаще употребляется в реальной жизни. Сразу хочется сказать, что я и раньше слышала о таких людях, но даже не подозревала, что они могут быть в диджитал-мире. Это одни и те же люди? Они понимают, что они являются таковыми? Говорит психотерапевт Эрисмаль Исмаилова. Все познается в сравнении, и мы в этом убеждаемся, когда понимаем, что хейт – это не худшее, с чем мы можем столкнуться, если являемся активным пользователем соцсетей. Потому что, правда, хейтер, он выстрелил в вас ядовитой стрелой, высказал какое-то свое несогласие, пусть в грубой и неприятной форме, но он спокойно переключился от вас, как от объекта, на кого-то другого. И по большому счету это не так страшно. Все страшнее, когда перед вами цифровой абьюзер или сталкер. Его интересует ваша личность, его болезненно интересуют ваши отношения, локации. Все, что вы выкладываете на своей странице, в своих соцсетях, может быть расценено с каким-то умыслом или по каким-то болезненным мотивам. Поэтому может применяться в ваш адрес какой-то шантаж, может применяться насилие в виде угроз. То есть все зависит от того, как далеко готов зайти человек в своем безумии касательно вас. И здесь без адвокатов, может быть, детективов, без поддержки правоохранительных органов обойтись довольно сложно. И правда, не дай бог с этим кому-то столкнуться, но если уж довелось с этим столкнуться, то надеяться на то, что здесь можно как-то просто договориться, что-то правильное сказать или что-то правильное сделать, и это все прекратится, это наивно и глупо, потому что любая ваша реакция, она только подзадоривает человеку, кажется, что он выходит с вами на какой-то новый, да, болезненный, но уровень отношений. Поэтому здесь, правда, самодеятельность может закончиться очень плохо, и об этом очень важно говорить с подростками. Именно они являются самыми уязвимыми в попытках противодействия таким явлениям, как цифровой абьюз или сталкинг. Это был комментарий психотерапевта Эрисмали Исмаиловой о злых людях интернета. Думаю, тут мы должны дать советы, как себя обезопасить от этих людей.
Но если ты так думаешь, давай поговорим об этом. Недавно читала интересное сравнение одной блогерши. Как строитель приходит на стройку и надевает каску, так и блогер должен создать себе виртуальную каску против хейтеров. Потому что популярность, узнаваемость – это не всегда сплошной позитив. Чем выше количество подписчиков, тем выше потенциальное количество хейтеров. Итак, совет первый. Если вы открываете свою личную и профессиональную жизнь другим людям, будьте готовы, что не все придут к вам на страницу с миром, дружбой и жвачкой. Стрессоустойчивость важна. Не нужно всех, кто вас критикует, считать хейтерами. Прислушивайтесь к людям, которые приводят весомые аргументы. Воспринимать критику тоже нужно уметь. Если человек потратил время на то, чтобы разобраться в вашей деятельности или вашем продукте, значит, ему не все равно. Ему, как минимум, интересно. Уделите ему время, прислушайтесь к нему, и, если необходимо, сумейте измениться ради него. Тогда вы найдете в его лице еще одного приверженца или последователя. Я вот сейчас подумала про Олечку Бузову и про количество хейта, которое раздается в ее адрес. Ни разу не фанат ее творчества, музыки или образа, но ее вера в себя – яркий пример того, что хейт даже в таких масштабах, как у нее, не повод впадать в уныние. Иногда нужно уметь включать в себе Олечку. Не со всеми хейтерами нужно вступать в беседу, пытаться переубеждать их. Чаще всего это бесполезно и стоит просто игнорировать. Но если вас все-таки что-то зацепило и вы не удержались, то ни в коем случае не переходите за рамки дозволенного. Не переходите на личности, не опускайтесь на уровень хейтера, даже если вас провоцируют. Особо просветленные блогеры умудряются на своих переписках с хейтерами делать контент. Выкладывать скриншоты переписки и вовлекать в эту историю своих подписчиков. Те начинают реагировать, писать, выражать поддержку. Берите на заметку. С абьюзерами дело обстоит совершенно иначе. Иногда в запале блогер может на самую невинную критику реагировать слишком сильно и кричать, что это абьюз. Грань здесь тонкая. Иногда стоит посоветоваться с кем-то из близких или тем, кому вы доверяете, чтобы сверить свои ощущения. А вот со сталкерами дела обстоят сложнее. Сталкер от to stalk – преследовать крадучись. Впервые использовано Аркадием и Борисом Стругацкими в повести «Пикник на обочине» 1972 год и популяризировано в фильме Андрея Тарковского «Сталкер» 1979 года. О случаях киберсталкинга, то есть преследования человека в интернете. Об этом явлении говорят не очень много, гораздо чаще обсуждаются случаи сталкинга в офлайне. В обычной жизни сталкер может изводить свою жертву с помощью слежки, нежелательных визитов домой к жертве, навязчивого внимания или, например, угроз. Киберсталкер делает все то же самое, что и обычный сталкер, но в онлайн-пространстве. А в чем проблема с настойчивым вниманием? Разве это неприятно? Нет. Человек, которому оказывают назойливое внимание, перестает чувствовать себя в безопасности. Более того, он начинает подстраивать свою жизнь для того, чтобы избежать контакта со сталкером. Жертва вынуждена менять дорогу домой, просить знакомых проводить ее до дома в темное время суток, вносить изменения в свое расписание. В самых безнадежных случаях приходится менять номер телефона, жилье и работу. Внимание преследователя, которое, как иногда кажется со стороны, вроде бы должно льстить, оборачивается для жертвы утратой личной свободы и потерей чувства безопасности. Говорит психотерапевт Эрисмаль Исмаилова. Правда, есть хейтеры, которые готовы идти в реальность со своей ненавистью и преследовать человека так, чтобы сделать невыносимой не только виртуальную его жизнь, но и самую его реальную жизнь. За вашей активностью в соцсетях могут следить, я думаю, это не секрет, разные люди, и в том числе это будут и психотики со своими бредовыми мотивами, и психопаты. И да, человек так устроен, что большую часть времени нам хочется быть в иллюзии, что мир безопасен. И да, нам эта иллюзия нужна, чтобы жить своей жизнью, не утопать в страхах и тревогах. И да, для психики это неимоверное испытание, когда сталкеры начинают лишать вас этого чувства безопасности и защищенности. Это очень тяжелое испытание, и они сделают все, чтобы этого добиться. Ведя соцсети, поэтому важно сначала определить комфортный уровень открытости своей жизни для своей аудитории. Об этом важно, не менее важно, говорить со своими детьми, особенно подростками,
если таковые имеются. В случае, если сталкер вступает с вами в контакт, не нужно ничего ждать, что они как будто сами исчезнут из вашей жизни. Среди советов, которые дают специалисты, на первом месте вот такой. Ни в коем случае не надо пытаться договориться со сталкером или откупиться, но обязательно нужно рассказать обо всем близким, посоветоваться с юристом. В ряде стран, например, Германия, США, Великобритания, киберсталкинг относится к уголовно наказуемым преступлениям. В правовом поле Российской Федерации, выражаясь юридическим языком, действующее законодательство не способно в полной мере защитить жертв сталкинга. Такие вот истории. Вы слушали подкаст Digitalk. Если вам понравился наш подкаст, ставьте свои оценки, оставляйте комментарии и советуйте друзьям. Над подкастом работали Наджия Феми, Сибия Асанова, Эскендер Асанов, Эльдар Куртситов. За помощь в записи благодарим студию «Хаят» и лично Эмиля Меметова. До встречи!